Подожди-ка, можешь повторить? У меня в ухе была зефирка. Неясно, что подтолкнуло Дисней выкупить права на ледниковый период и снять 6-ю часть. В целом нет проблем, когда какие-то мультфильмы или фильмы продолжают на большое количество частей, да, ведь, например, сериалы, их тоже разбивают на большое количество серий и сезонов, они все продолжаются и продолжаются, если они продолжают радовать зрителя, извините за тавтологию, но в данном случае с ледниковым периодом все наоборот, и его история больше похожа на 4-ю часть «Монстров на каникулах». Ледниковый период 2022 года — это низкобюджетный проект, которому не хватает остроумия, да и юмора в целом, качественной анимации, того состава, что был в предыдущих 5 фильмах, хорошего музыкального сопровождения, да и актуальных шуток. Это самая его фишка. Ледниковый период приключения Бака — это спин-офф, это ответвление от привычного нам состава героев, где акценты смещаются на братьев-близнецов-опоссумов, которым надоело слушаться причитания сестры, от которой они сбегают в затерянный мир, где воссоединяются с Баком. Единственный плюс этого мультфильма, наверное, в русской озвучке, в плане того, что Бака наконец-то не озвучивает Галыгин, который меня лично дико бесил. Вообще меня бесит, когда какие-то комеди-клабовцы и прочие люди, которые не имеют отношения к профессии, да, а к озвучке профессиональной, на которую люди учатся, тренируются, это годы тренировок, опыта, меня это бесит, особенно когда за это берут деньги. Как я ранее упомянул, мультфильм «Монстры на каникулах 4» есть ролик на канале. «Ледниковый период 6» повторяет его судьбу. В англоязычной версии весь звездный состав, что озвучивал, придавал нужных красок мультфильму, импровизировал и хорошо шутил, и вот из-за этого он так выстрелил, да. Они покинули проект, кроме Саймона Пегга, и понятно почему, он же озвучивает Бака. Люди, которые писали сценарий, также не принимали участие, которые ранее писали над новым ледниковым периодом. Работали новые люди, новая студия, новые сценаристы. И хочется сказать, не работали и забили болт. Это все-таки неправильно так говорить, но в конечном итоге вышел же этот продукт, просто оглядываясь на то, что выходило в этой франшизе раньше, на качество мультфильмов, то тут все, честно говоря, отдыхали. И неясно, почему либо вообще всем, не знаю, не хватило времени, таланта, желания, денег. Я помню, как смеялся над первыми 3 частями ледникового периода. Там много шуток, юмора и ситуаций для разных возрастов. И уверен, что если их включить сейчас, точно не скучно пройдет время. Но потом вроде как франшиза начала давать слабину, и крайняя часть про приключения Бака — это что-то давно потерявшее свежесть, не успев выйти на экраны. Не вдохновляющее продолжение когда-то любимой франшизы. Новая часть лишена какой-либо оригинальности, веселья, позитивного заряда, ничем не удивит, а больше вгонит в уныние. Ни одна шутка не попадает в цель. Больше того, часто озвучка не попадает в движение рта нарисованных героев, а иногда и музыка на заднем фоне не попадает, не всегда уместно подобрана. Почему-то Дисней решил невероятно схалтурить и выпустить эту безвкусную дешевую липу, лишенную каких-либо достоинств, за которые можно было бы зацепиться и похвалить. А нет, вру. Главное достоинство, что мульт идет час с небольшим хвостиком, где начало, которое вы могли видеть здесь на экране, занимает пересказ 5 предыдущих фильмов, и это длится 3-4 минуты, криво сделанные зарисовки, по ощущениям, как будто прошла целая вечность. И еще возникает вопрос, зачем идет этот пересказ в начале? Для людей, которые забыли, что было в предыдущих 5 частях, или для тех, кто их не смотрел, и зачем вообще нужен был этот пересказ, когда история вообще про других персонажей, про этих братьев-близнецов-опоссумов. Я не знаю, какой реальный бюджет ледникового периода приключения Бака, но он кажется очень дешевым. Единственная мысль, которая приходит в голову, почему Дисней так спустя рукава подошел к реализации своей новоприобретенной франшизы, причем довольно крупной, жирной, которая в мировом прокате часто приносила хорошие деньги, что в принципе и подстегивало ее бесконечно продолжать, так это ее имя. Они рассчитывали на узнаваемость имени, которое привлечет зрителей. Наверное, 6-я часть ледникового периода развлечет совсем маленьких деток, но то, как он мог раньше веселить аудиторию всех возрастов, рассчитывать не стоит, да и смотреть тоже. Лучше потратить это время на просмотр чего-то другого, либо старых частей. Ледниковый период приключения Бака не делает совершенно ничего в сторону возрождения, запуска новых интересных и смешных продолжений, а скорее хоронит его и ставит точку в истории ледникового периода. Вот
такой печальный и грустный итог, по крайней мере для меня. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с этого канала. Делитесь в комментариях мнением о франшизе, мультфильмах «Ледниковый период», желательно к последней части. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.